1 января плата за заготовку древесины для собственных нужд в Коми будет снижена на 25% и составит в среднем 66 рублей 36 копеек за куб. Об этом рассказал глава республики Владимир Уйба, отвечая на вопросы сельских жителей. Еще одна инициатива касается участков для заготовки древесины. Делянки выделять не дальше 10 километров от населенных пунктов. Подробнее Алексей Корчма. Сыктывдинское лесничество бьет рекорды – 277 договоров на 11 тысяч кубов леса. Кому-то нужны дрова, другим доски на строительство или ремонт дома. Но прежде чем выехать в лес, надо подписать бумаги и оплатить. Стоимость дерева на корню почти 89 рублей за куб. Гражданин, желающий заготовить древесину для собственных нужд, для отопления жилого дома, для строительства индивидуального жилого дома, либо для ремонта, имеет право заготовить древесину сам. Для этого он должен обратиться в лесничество, написать заявление, осмотреть предлагаемую лесосеку. Если ему по характеристикам насаждения подходит для его целей, то он оплачивает и заключает с лесничеством договор купли-продажи лесных насаждений. В течение нескольких лет плата по таким договорам в Коми не повышалась. В прошлом году она составила 37 рублей 90 копеек за куб. Но с 10 января средняя ставка выросла на 134%. Разумеется, такой резкий рост вызвал недовольство людей. И глава республики занял жесткую позицию. Это же такая федеральная поправка. Мы вынуждены были ее применить. И стал этот куб стоить 88 рублей 80 копеек. Ну, недопустимый просто рост, абсолютно недопустимый. Мы сумели за счет республиканского бюджета снизить на 25%. Мы снизили. Сегодня этот кубометр стоит для жителей республики 66 рублей 36 копеек. Мы это сделаем с 1 января 2021 года. В перспективе снизить плату еще на 50%. Жители села в лесной республике не должны переплачивать, настаивает Владимир Уйба. Еще одна инициатива главы республики – снизить удаленность делянок. Кварталы для обеспечения древесиной для собственных нужд должны выделяться в эксплуатационных лесах, максимально приближенных к населенным пунктам. 10 километров – это предел для того, чтобы заготавливать древесину именно для нужд. Вот для нужд, для села, для дров, для того, чтобы доски напилить на сельской пилораме для ремонта дома, для ремонта коровника и так далее. Все, что промышленная заготовка, это другая история. Она может быть и за 50, и за 100 километров. И правильно, если она там будет. Но заготовка для нужд не более 10 километров. Все-таки 10 километров, это мы тоже обсуждали на сходах, обсуждали, вот я когда встречался и встречаюсь с людьми на выезде, говорят, что нужно сохранить леса нетронутыми вокруг деревень, вокруг населенных пунктов для сбора дикоросов. И это тоже, в общем, понятная история. Поэтому вот 10 километров – это для нужд. Эти решения отражены в лесном плане Республики Коми на период до 2030 года. Свои предложения подготовила и региональная Минприроды. В частности, заготовитель древесины должен иметь постоянную или временную регистрацию в республике и использовать древесину для собственных нужд только на территории региона. Сегодня мы работаем также над поправками в республиканский закон о лесных отношениях, который бы совершенствовал этот порядок, и направлен он в первую очередь на то, чтобы древесина была использована по целевому назначению, именно для строительства и для отопления. Кроме того, предлагается увеличить норматив заготовки древесины на 15 кубометров на каждого ребенка в семье. Введение этой нормы направлено на улучшение жилищных условий многодетных семей и позволит учесть интересы несовершеннолетних. Алексей Корчма, Павел Люленмин, телеканал Юрган.